Первый шаг навстречу большого сотрудничества. Обмен военным опытом с иорданскими войсками станет хорошим подспорьем в борьбе с терроризмом. Генерал Ариф Аль-Забен поблагодарил чеченскую делегацию за визит и представил чеченских бойцов своим инструкторам. Для Иордании и нашего центра большая честь принимать наших братьев-чеченцев, которые решили обменяться военным опытом. Все мы знаем о сегодняшней ситуации в мире и знаем, какая ответственность лежит на вас, защитниках своей Родины. Мне бы хотелось, чтобы вы извлекли из этих учений максимальную пользу. Десятидневные сборы инструкторского отдела по боевой подготовке Чеченской Республики в Иордании начинаются с ознакомления с образцами зарубежного оружия. Различные способы обращения с ним объясняют инструкторы. Бойцы демонстрируют способы ведения стрельбы на различных дистанциях из пистолетов и автоматического оружия. Стрельба по мишеням – это лишь первый этап комплексных занятий. Прицельный огонь на дальность сменяется более ответственным заданием. Тактика действий в городских условиях с освобождением заложников. Главные задачи – максимально быстро ликвидировать террористов, спасти всех заложников и самим избежать потерь. Слаженная работа и хорошая подготовка способствует успешному выполнению задания. Выходной у бойцов наступил лишь в пятницу. Перед джума-намазом инструкторский отряд посетил кладбище, на котором похоронены родственники короля Иордании. Совершив зиярт и прочитав за умерших дуа, бойцы собрались в мечети для совершения пятничной молитвы. На следующий день занятия продолжились. План учения составлен с учетом всех возможных условий, в которых могут оказаться сотрудники спецотряда. Здесь не все решают храбрость и отвага. Бойцам нужно учитывать, что из-за ошибки одного может сорваться все задание. Поэтому работают строго в команде. Уже на пятый день пребывания в Иордании к инструкторскому отделу подключился местный спецназ. Обмен опытом на совместных учениях спецслужб Иордании и Чечни проходит впервые. Одно из заданий – штурм помещения взломом дверных замков. Один меткий выстрел или удар тараном, и спецназ, прикрывая друг друга, начинает захват. Отдельные тактические элементы бойцам демонстрирует и помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Даниил Мартынов. Главная ошибка, когда человек стреляет в ручку. В ручку стрелять нельзя. Это большая ошибка. То есть некоторые, это опыт. То есть опытный бричер, он уже понимает, куда ему лучше всадить. Но вы должны понимать, что ваш выстрел должен быть именно вот в стык с дверью, именно вот и в этот язык. Очередное задание – освобождение самолета, захваченного условными террористами. Бойцы отрабатывают различные варианты действий для проникновения на борт воздушного судна. Пистолет у него, вот так он первый лезет, ему он необходим, но надо всегда контролировать, чтобы он не бился об фюзеляж. Все действия отрабатываются до мельчайших деталей. Главное, как можно ближе подойти к врагу, оставаясь незамеченным. В последний день комплексных учений бойцы отработали тактику зачистки населенного пункта от преступников. Штурм дома с условными террористами прикрывается снайперской группой. Мы получаем очень богатый, серьезный опыт, который позитивно потом отразится на подготовке наших спецслужб.
И это только начало. У нас в планах развиваться дальше, работать также с другими спецподразделениями, активно взаимодействовать, потому что мы понимаем, что международный терроризм и экстремизм мы можем победить только вместе. И только общаясь вместе, работая вместе, взаимодействуя вместе с нашими иностранными коллегами, мы можем добиться максимального результата. Прекрасная работа. Они очень хорошо справляются со всеми заданиями. Я вижу, что они подготовлены. Желаю им успеха и чтобы продолжали в том же духе. Видно, что ради защиты интересов общества они готовы на все. Я думаю, бойцы смогут защитить свою родину от террористов. По окончании сборов всем сотрудникам инструкторского отдела вручили сертификаты об окончании курса специальной подготовки Королевского учебного центра спецопераций Иордании. Алхазур Керимов, Аслан Алибукаев, Нурит Эпиев, Дани Хавхаров. Новости.